Благословенное владарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Успокой Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. За упокой, возвышение, избавление душ наших, Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. За упокой на всем свете, да пресна святых Божьих церковь, зердание всех, Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. За святую церковь, и ты, что с верою, пошану, страхом Божьим выходите, Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. За святого отца нашего, сосветного епископа Франтишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда, владыку нашего архимандрита Сергея, пошествность народа и окно Христе, все духовенство и людей, Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. За Богом, стероженную крайнюю нашу Беларусь, за уратное жмелады и войска, и увесь белорусский народ, за стойкостью веры, мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За этот город, за все города и краины, за верных людей, что живут, и Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За добрый надворье, богатый урожай плодов земных, и за шоссе спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников, поморы, земли, поветры, за недужих ты, что терпят, за зневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться до всякого гнева, сумму недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, стиражи нас, Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, чистую, и благословенную, славную дарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи. Бо Тебе належится всякая слава, пошанное поклонение, а Иисусу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забывайте добродействов Его. Я начищаю себя шерствы Твое, и оздоровляю все немощи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпеливый, богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славит имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Еще, с упокою Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, стиражи нас, Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на святую, чистую, благословенную,
святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Господи, О, Твоя есть держава, и Твое владарство, и сила, и слава, Отца и Сына, и Святого Духа, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, разуй все життя моє, буду хвалить Господа. Буду песнях славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне, Слово Бога, Ты не смяротный, для нашего избавления захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии, и не зазнавши измены стался человеком. Ты был крыжованный, Христе Божия, смертью изнищивший смерть, будучи одним со Святой Троицей, ровным славой Отцу и Святому Духу звал нас, звал нас. Еше, супокой Господу, помолимся. О Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, стражи нас, Боже, ласкою Твоею. О Господи, смилуйся. Успомянувши святую, всечистую, благословенную, славну владарку нашу Богородицу и завсёды Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдаймо. Тебе, Господи, Вот и добрый, человеколюбный Бог, и Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. У владарстве Твоим вспомни нас, Господи, счастливые убогие духом, Бою владарство небесное, счастливые ты, что тужат, бояны утешатся, счастливые тихие, бояны окрымают Господшину землю. Счастливые ты, что мают голод и смогу справедливости, бояны насытятся. Счастливые, милосердные, бояны средают милость. Счастливые, чистые сердцем, бояны убачать Бога. Счастливые, миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые ты, кого
нагорода ваша в небе великая. Мудрость. Устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, збавил нас, якие пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Светлую вестку об воскресении и об отмене прадедовского суджения, а Данилов почувши, Господней ученицы апостолам с радостью сказали: смерть переможенная, Господь Бог воскрес, даруючи світу багаття своего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, спас Избавитель мой, як Бог вызволил землю народженных от путов, и разбуривши пекельные вороты, як уладару воскрес могилы на третий день, вся перeza всюди на веки веков. Аминь. Опекунка христиан бездокорная, Хагайница до Творца незаменная, не погарди молениями грешников, але як добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кличем Тебе доверливо, падши хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надежная заступница Ты, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, и Тебе славу отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмертный, сжалься над нами.
Якое багатство твораў Твоє, Господи, Ти все мудро створив. Якое багатство твораў Твоє, Господи, Ти все мудро створив. Благослови душа моя Господа, Господи Боже мой, Ти великий на уздел. Якое багатство твораў Твоє, Господи, Ти все мудро створив. Якое багатство твораў Твоє, Господи, Ти все мудро створив. Мудрость. Читание послания апостола Павла до Галатов. Слухаємо уважливо. Браты, ведаючи, что человек оправдывается не дякуючи захованию закона, а только проз веру в Иисуса Христа, мы поверили в Христа Иисуса, как оправдаться проз веру в Христа, а не проз захование закону. Бо проз закон не оправдывается ніякое тело. Коли ж мы, шукаючи оправдання в Христе, сами оказались грешными, ті ж Христос слуга греху? Конечно, не, бо коли я отбудовую знов тое, що ранее зруйнував, то себе роблю злочинцем. Проз закон я помер для закону, как жить для Бога. Я укрижований разом з Христом, и уже не я живу, а живе во мне Христос. А что теперь живу в теле, то живу верою в Сына Божого, який полюбив меня и отдал себе за меня. Читальник. Твоему духу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Подрыхтуйся, иди уперед переможно, деля правды, набожности и справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты полюбил справедливость и возненавидел беззаконие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудрость. Устаньте. Будем слухать Святое Евангелие. Мир усему. И Твоему духу. Читання Святого Євангелія поводле Луки. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слухаймо уважливо. Сказав Господь приповесть гэтую, вышел себит сеть на сенне свое, и коли сеял, одно упало при дорозе и было потоптано, и птушки небесные позяўблі яго, а іншае упало на камень и, узышоўшы, засохло, бо не мела вільгаці, а іншае упало у терні, и выросли терні, и заглушили его, а іншае упало на добрую землю, и, зышоўшы, уродила плоду 100 крат. Сказавши гэта, Ісус заклікаў, хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Вучні ж яго запыталіся ў яго, кажучы, што б значыла прыпавесць гэтая. Ён жа сказаў, вам дадзена ведаць тайны царства Божага, а астатнім у прыпавесцях, каб яны бачылі, не бачылі і чуючы не разумелі. Вось што значыць прыпавесць гэтая: насенне ёсць Слово Божие, і якое пры дарозе гэта тыя, што слухаюць,
Але потым прыходзіць д'явал і забірае слова з сэрцаў іх, каб не паверылі яны і не збавіліся. А якое на камень упала, гэта тыя, што, пачуўшы, з радасцю прымаюць слова, але яны не маюць кораня і да часу вераць, а ў час выпрабавання адпадаюць. А што упала ў церні, гэта тыя, што пачулі, але турботамі, багацімі, уцехамі, жыццёвымі на шляху сваім заглушаюцца і не даюць плёну. А што на добрай зямлі, гэта тыя, што, пачуўшы слова, захоўваюць яго ў шчырым і добрым сэрцы, даюць плод у цярплівасці. Сказаўшы гэта, Ісус заклікаў: хто мае вушы, каб чуць, няхай чуе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, пачулі мы толькі што прыпавесць Господа нашага Ісуса Христа. І хочу задаць пытанне. У прыпавесці пра што навучае наш Господ? Не толькі ў гэтай, але ўвогуле ў прыпавесцях. У прыпавесцях Господ нам расказвае пра Божае валадарства. Гэта тэма фактычна ў ўсіх прыпавесцях Ісуса. Але з аднаго боку, дзе Божае валадарства, а з другога боку, дзе гэтая прыпавесць. Здаецца, што прыпавесць расказвае нам зусім пра іншае. Дык пра што расказвае нам прыпавесць? Давайте заглыбімся. Спачатку разберем вобразы, якія нам падае гэтая прыпавесць, а потым і дабярэмся і да яе павучання. Хаця, хтосьці мог бы запярэчыць і сказаць, пра што можам тут разважаць, калі сам Господ Ісус Христос досыць ясна патлумачыў гэту прыпавесць. І сапраўды, сам тэкст дзеліцца, або можна яго умоўна падзяліць на две часткі. У першай частцы Ісус распавядае нам прыпавесць, а ў другой частцы, пасля пытання вучняў сваіх, ён досыць падрабязна тлумачыць прыпавесць. І мы бачым, што сапраўды гэтая прыпавесць – гэта такая метафора. І зараз мы паспрабуем яшчэ раз гэту метафору прачытаць. Найперш перад намі паўстае сейбіт, які сее насенне. І гэты вобраз сяўбы, ён быў вельмі канкрэтны для слухачоў Ісуса Христа. Чаму? Таму што слухачы Ісуса, яны вельмі рэальна сустракаліся з сяўбою палестынскаю. А на чым палягае палестынская сяўба? Напэўна, хтосьці з вас быў у Палестыне. Не? На Святой Зямлі не былі ніхто. Але хто? Ну, і вось там гэта вельмі такая скалістая мясцовасць, і слой перагною, ён вельмі такі малы і такімі палоскамі пакрывае скалістую тэрыторыю. І вось на гэтых палосках зямлі ураджайных сейбіт мае вырасціць ураджай. І цяжка было чакаць нейкага вялікага ураджаю. А тут, напрыканцы, Господ кажа, што ў 100 крот з'явіцца гэты ўраджай. Гэта гіпербола, яна пра штосьці нам гаворыць. Гаворыць пра тое, што Ісус не тлумачыць пра звычайны ураджай, не гаворыць пра звычайнае насенне. А што ж гэта тады за насенне? І Господ вельмі ясна гаворыць, што насенне – гэта Слова Божие. Нам з перспектывы робіцца зразумелым,
што Слова Божае гэта не проста тое слово, якое мы чуем у Святым Пісанні, але Слова Божае гэта сам Христос. Слова Божае гэта сам Христос, і Ён з'яўляецца гэтым насеннем, якое паклікана закараніцца у добрай глебе, у кожнай глебе. Але ад нас залежыць, каб зрабіць гэту глебу добрай. І вось якраз тут пераходзім да іншай метафары, ці метафараў. Гэта гатункі глебы, на якое падае насенне. Што гэта за глеба? Што гэта за гатункі глебы? Мы можам іх пералічыць. Хто памятае, колькі іх было гатункаў? 2, 3, 4, 5? Насамрэч 4. 4 гатункі. І давайце іх узгадаем. Пры дарозе, якое было патаптана, гэтае зерне, або якое з'елі птушкі. Вядома, чаму хтосьці можа задаць пытанне, чаму сейбіт сеяў пры дарозе? Ён не задумаўся, дзе ён сее, таму што, як я ўжо сказаў, гэтыя палоскі ураджайнай глебы, яны былі у хаатычным парадку размешчаныя на скале, і таму ён не мог проста губляць час і праходзіць каля кожнай палоскі зямлі. Таму ён робіў гэта так. І штосьці пры дарозе траплялася, штосьці на скалу, так як далей будзем разважаць. І вось першы гатунак гэта пры дарозе. Другі гатунак гэта камень або скала. Трэці гатунак гэта церне. І чацвёрты гэта добрая зямля. Гэта добрая зямля. Я не буду ўжо падрабязна спыняцца на кожным з гатункаў, бо тут можна было б разважаць, напэўна, не одну гадзіну, і гэтыя метафоры, яны сапраўды пакліканы да таго, каб разважыць нашу сітуацыю, бо да якога гатунку зямлі мы належым, да якога гатунку людзей мы належым. Думаю, што паколькі мы тут все знаходзімся, мы, скажем так, набліжаемся да якраз гэтага чацвёртага гатунку людзей, якія маюць добрую зямлю, так? І ў гэтай добрай зямлі прарастае семя, якім ёсць Христос. Вось якраз сапраўды галоўнае павучэнне прыпавесці, яно палягае на тым, што мы разважаем лёсы людзей, якія сустрэлі ў сваім жыцці Ісуса Хрыста. І мы задаем сабе пытанне, а я якім рухаюся, якой дарогай рухаюся, які лёс мне бліжэйшы. І вядома, што наше пакліканне гэта быць тым чацвёртым гатункам людзей, глебай добрай, якая дае 100-кротны ураджай. Аднак, што гэта за глеба, чым яна характарызуецца? І нават на гэтае пытанне Господ дае адказ у сваёй прыпавесці, у сваім тлумачэнні прыпавесці. Добрая зямля гэта тыя, што, пачуўшы слова, захоўваюць яго ў шчырым і добрым сэрцы і даюць плод у цярплівасці. Такім чынам маем два чыннікі, якія характарызуюць добрую глебу. Гэта добрае і шчырае сэрца і цярплівасць. Тут зноў жа можам разважаць і задаваць сабе пытанне, што такое добрае сэрца, што такое цярплівасць. Але мы павінны гэта разумець у кантэксце ўсяго Евангелля, што такое дабрыня, што такое добрае сэрца, што такое цярплівасць. Гэтыя адказы мы не можам сфармуляваць толькі і выключна інтэлектуальна, але мы гэтыя адказы атрымліваем на нашай духоўнай дарозе, на дарозе малітвы. Паглядзіце, які нам адказ сёння даў пра гэта апостол Павал.
Ён гаворыць зусім дзіўныя, таямнічыя словы. Ужо не я жыву, але жыве во мне Христос. І тут хацеў бы вас пакінуць з пытаннем, а хто тады гаворыць гэтыя словы? Амінь. Скажем все разом, от всей души, от всей думки нашей, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, и сон наших, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся. Измилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас, измилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за святого отца нашего всесветного епископа Францишка, папу римского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку нашего архимандрита Сергея и всех у Христе братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за Бога, стиражовую краину нашу Беларусь, за обратно лишь влади войска и весь белорусский народ, за стойкости веры, мужности в выпробованиях и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за братов наших святородных, диаконов и монахов, и всех братов и сестров наших у Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за голодных памяти, за основание этой святой церкви, и за всехранение душевных отцов братов наших, и тут и на кожном низшем месте спашивают. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за все человечество, якое терпит причины поширения пандемии, за всех достопоможных и раскупленных, за хворых и за тех, кто отдано им служит. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Лекарь души тела, с любовью и скрушливым сердцем приходим за Тебе и просим, оздорови хворости, вылечь немощи, души и тела, слуги Твоей Антонины, пробачь ее все правильные, вольные, межвольные, худко сними ей зложи хворобы, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за доброшинство этой святой церкви, за тех, что приносят дары, працуют и скрывают ее, и за всех тут присутных людей, які чекають Тебе багаття Твоего змилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Боже милостивый человек, родный Бог, и Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Смилуйся над нами, Боже, по воле Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и смилуйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яще молимся за супокой душу заснувших слугов Божих, Миколая, Юрия, Андрея, и как им были дарованы их неправильные вольные и межвольные. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Как Господь Бог посетил души их, неправедники спашивают. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Боже, голодарство небесных и отпущение грехов, их у Христа и смирот
просим. Дай им, Господи, Господи, помолимся. Господи, смилуйся. Духа всяких телесных створений, что завоевал смерти, я мира мог и даровал соседу твоему житье, спокой душу заснулых слухов твоих, у месте светлом, месте радостном, месте спокойном, где нема ни боли, ни суму, ни плачу, всякую провину изробленную ими. Словом, шинком и думкою, то як добрый человеколюбный Бог пробачи, им, бо нема живого человека, николи не будет, яких не совершил. Ты один и только без греху, справедливость твоя, справедливость навеки, и слово твое правда. Вот ты воскресенье житье, и супокой заснулых, слугов твоих, Христе Боже наш тебе, и мы тебе славу отдаем разом задвижен твоим Отцом Иисусе, святым добрым и живодушным твоим Духом тебе за все и на веки веков. Аминь. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, избавься, рожи нас Божией лаской Твою. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будешь завсюди подоховуй, Твою могутную ладу Тебе слава давали, Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе завсюди и на веки веков. Аминь. Мы лишь тайный способ. Мы лишь тайный способ прославляем Херувимов и животворчой Троицы, и животворчой Троицы, Троицы святую, Тройче святую, песню пою. Отложим тебе, отложим Святого Отца нашего, сусветного біскупа Франтишка, Папу Римского, достойных архипастора Леонарда, боголюбного владыку наших архимандрита Сергея, пошестных святорол, диакону Христе, святоховенстве Богом, стороженную Украину нашу Беларусь, уратно нижней лады с основальников и доброчинцев этой святой церкви, вас, всех правоверных христиан, хай вспомните Господь Бог своего владарства на все часы, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Как принять благодаров всех, якого необычно, необычного сопровождают ангельские силы. Аллилуйя.
Душе Дух теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Духу. Будем любить один одного, правдного, равнодушно вызнавать. Отца и Сына и Святого Духа, Троицу одиносудную и нераздельную. Теле мудрости, пусть мол ваши я. Веру у одиного Бога Отца Всемогутнего, Творцу неба и земли, бачного всего и небачного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, нестворенного, одинозубного зайцом, пред якого все стало быть. И Он для нас судей, и для нашего избавления взошел с неба, принял тело от Духа Святого и Марии Девы и стался человеком. Был прижалый за нас при Понтском Пилате, терпел и был похован. И на третий день воскрес Бог с Писанием, и взошел на небо, и сядет по правой руце Отца, и снова придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа Животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророка, в единую святую повсюдную и апостольскую церковь. Вызнаю один крест для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем Бога, станем со страха, вашего святое хрованию мира приносит. Дар миру, охрану, хвалы. Ласк Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и Сухоня Святого Духа, хай будуть зо всеми вами. И с Духом Твоим. Возьмем гору сердце наше. Мы узняли едал Господа. Подякуем Господу. Годно и справедливо есть поклоняться Отцу и Сыну и Святому Духу, Троице одиносудной и нераздельной. Возьму поднял ты перестал родить все, как возвести нас на ней, даровать нам Твое будущее владарство. Дзеля гэтага дзякуем Табе и Твоему одинородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дзякуем за все добродействия, вядомые и невядомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дзякуем Табе за эту службу, якую Ты захотел ласкаво принять з наших рук, хоть перед Тобой стоять великие множество арханелов, безліч анелов, хоровины, серафимы, шестикрылые шматоки, які, уснявшися высоко на крылах, пераможную песню пяют, ускликаючи, припяваючи и кажучи. Святый, 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 Господь сил, небо и земля, полные хвалы Твоей. Осанна
И мы ускликаем, кажущим: святый все святый Ты, одинородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Святый все святый Ты, великая хвала Твоя. Ты так полюбил Твой свет, что Сына Твоего одинородного послал, как кожный, кто верит в Его, не загинул, а имел життя вечное. И Он, пришовши, исполнивши из крови для нас, у ноші, яку Його видали, а Бог уже, коли Он сам отдал себе за життя свету, взял хлеб у своей святые, вся чистые безвинные руки, и, отдавши подяку, поблагословивши, освятивши и разломавши Его, дал святым своим вучням и апостолам, кажучи: «Берите, ешьте, это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов». Так само чашу після вечері кажучи: «Пейте, з'явився, это кров моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов». Вы ж памятуешь, что это исповедное заповеты, все, что для нас дарилось, крыш похования, у воскресенье на третий день, заход на небо, сидение по правой руце, другое славное присте. Приносим Тебе Твое от Твоих, делясь их и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, особливо за наисвятую всешественную, благословенную, славную Владарку нашу Богородицу и за всю Деву Марию. Достойная слава правды, называть счастливою Тебе, Богородицу, вечно благословенную и беззаботную Матерь Бога нашего, большодную пошаны за херувимов и без поравнания боль славную за серафимов, что заховавши зявоство родила Бога Слова и свою Богородицу Тебе возвеличаем. Нас опешь, вспомни, Господи, святого Отца нашего, Всесветного Бискупа, Франтишка, Папу Римского, достойного архипастора Рената, Богородного владыку нашего архимандрита Сергия, заховай для святых Твоих церква, супокоя святости, доброй славе, здоровья, добродетели, которые мы могли верно наушать на словом Твою правды. И всех, и все. И дай нам одним устным, единым сердцем славить и проекту прошедшего вечного Отца и Сына и Святого Духа, теперь за все на веки веков. Аминь. Тихо, милости великого Бога, избавься нашего Иисуса Христа, с всеми вами. И с Духом
вспомнивши всех святых и шедших, упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенное священное пошествие на Господи, помолимся. Господи, смилуйся. Бог наш, принявший нас свой святой небесный закон, отвяги святому слову, и духовность духовную, пославу, заместно на Господу ласку, и дар Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбраться от всякого гнева, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, жалься, спалось, стиражи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Дабы весь этот день был доскональный, святый, мирный, безгрешный, Господа, просим. Дай нам, Господи. Дай нас покой, верного наставника, опекуна души тела наших, Господа, просим. Дай нам, Господи. Поражение и отпущение грехов и правил наших, Господа, просим. Дай нам, Господи. Того, что доброе и корыстное для душ наших, и супокой для святого Господа, просим. Дай нам, Господи. Как новейший царь життя нашего, супокой и покаяние провести у Господа, просим. Дай нам, Господи. Христианского конца життя нашего, безбойного, бездоходного, спокойного, доброго отказу на страшном суде Христовым, просим. Дай нам, Господи. Вопросивши единство веры и супольности Духа Святого, сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай нам. Господи. И израби нас достойными владару, заполним доверием и богослужения, смей звертаться за Тебе, Бога Небесного, звертаться и казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Вот Твое владарство, и сила, и слава Отца, и Сына, и Святого Духа Тебе завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему Головы ваши, Господу, стелите. Дарим, Господи. Пусть подорожниками помолися и поветрами, оздорови хворых, лекаря души тела. Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, великим благословенный Ты, Твою все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Боже, будь спогадливый грешному, измилуйся надо мною. Боже, будь спогадливый грешному, измилуйся надо мною. Боже, будь спогадливый грешному, измилуйся надо мною. Будь уважливия, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа.
Господи, вызнаю, что Ты соправды Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, среди яких я самый первый. Веру как сам, что это соправды Твое святое тело и почестная кровь. Молюсь о Тебе, сжалься надо мною, и даруй мне мои провины вольные и межвольные, якие зробил словом мучеником, святому и несвятому. И дай мне без заслужения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и життя вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайной вечери. Я не здраджу Богом Твоей тайны, и не дам поцелунку, як Иуда, але як разбойник вызнаю Тебе. Вспомни меня, Господи, в Твоих благодарствах, яко принятие святых Твоих тайн, будь мне не на суд и осуждение, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходцы. Благословен Ты, кто приходит имя Господня, Господь Бог явился нам, тело Христово примите, покажите крыницы несмертности. Аллилуйя, аллилуйя.
звал, Боже, людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое свято, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, Бога нас молила. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай наши устны будут полные хвалы Твоей, Господи, как напеет славу Твою. Вот израбил нас достойными быть удельниками святых Твоих божских, несмиротных и животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отримавши Божские святые, все чистые, несмиротные, небесные, животворшие, страшные Христовые тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, стиражи нас Божию ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Попросивши, как ты весь день был досконалый, святые, мирные, безгрешные, сами себе одинаково, и все житию наше Христу Богу отдаймо. Аминь, Господи. Вот и освящение наше, Ты слава Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. Во имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, яки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, слушаешь Ты, что складывает на Тебе надею, спал людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай целости церкву Твою, и освети Ты, что любишь красу дому Твоего, Ты их услал Твою Божскую силу, и не покинь нас, аки сподеемся на Тебя. Даруй спокой всему свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, належим молодым нашим всем людям Твоим, Бог, всякое доброе дарение. И дар досконалый заходит сгорет Тебя, Отца светла. И мы Тебе славу, подяку и поклонение отдаем Отцу, и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёду, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Сусветный владарус, подвешенный Божий, и весь свет створил, и законы для всех установил, кожному место признавшего род людский, так бесконца полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все слухали ягоную науку, и души следом за им. Вошли в Твое небесное владарство, мы, дети белорусского народу, як могли, слухались о Твоих загадов, але деле человечей слабости часто падали и изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе щиро, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тем, кто кривдил нас, изневажал, брони нас от кривды ворожие. И дай нам, и ворогам нашим, духозаправдной христианской любови, дай нам едность веры, згоду в громадским и семейном житті. Загаи наши особистые народные раны души, які мы сами себе учинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освети наш розум Твоим евангельским святлом, как мы заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу ахвярных слухов своих, якія
праведным, сумленным и мудрым житем и деятельностью увели б его до лепшей доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи, как побожный из их, дбалый батька, хлебная мать, излученная щирой святой любовью, выховывали тебе на славу батькушини на користь своих деток, особливую ласку. Дай молоді, как яна отримала глибоке християнське згадування і виросла на корисних синов і дошок свого народу. Благослови наши дочасные достатки, не дай гинуть марно тим талентам, які Ты посылаешь в наш народ, але дай им свободно развиться и закрасоваться. Тебе на славу и всему людству на корысть. Благослови працу селяну на роли, работников на фабриках ученых, письменников, мостаков. Каб з ихней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе вся чистая Богородица и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу краину Твоим святым покрывалом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, светница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стали народом святыми, яки виконує волю Божию и свое посланство, и как мы унесли свой уклад в огульное добро тут на земле, в прыжном житии отримали вечное счастье, и неспынно отдавали славу пошану поклонению Богу, Тройце Одиному, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Благословение Господне, как будете на вас ласкою, человеколюбству на все часы, теперь и завсюду и на веки веков. Слава Тебе, Христе Боже, надежда наша, слава Тебе. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Отче, благослови. Христос, правдивый Бог наш, який воскрес мертвых, молитвами Всечистой Своей Матери, святых славных и годных похвалы апостолов, меж святыми Отца нашего, Яна Золотоустного, архиепископа Константинопольского, молитвами святого Изофата, архиепископа Полского, молитвами святого Осии и Андрея Критского, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, меж святыми Отца нашего Кирилла епископа Туровского, святой Мати нашей Ефросинии Полоцкая, о светнице Беларуси и всех святых, заступников белорусского народу, молитвами святых и праведных Бога, Отцу, яким и равны всех святых, хай смилуется над нами, спавит нас, Бог добрый человека любец. Аминь. Христос посеред нас. Ясти будет.
але полечил достойным быть удельником Твоих святостей. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбный владар, что для нас помер и воскрес, и даровал нам в этой страшной и животворчей тайне, для добра и освящения души и тела. Дай, как я не были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления вашей сердца моего, для супокоя душевных моих сил, для веры непохитной, для щирой любви, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедей, и для повеличения Твоей плоской ласки, и для осоединения владарства Твоего. Как я, захованный имя Твоей святости, был завжди памятный Твоей ласки, и жил уже не для себя, а для Тебя, нашего владара и доброчинца. И закончивши это житье в надее життя вечного, досягнув непримирального супокою, где безупинно чудный голос святых, и пануя вечно радость, что оглядает невыказанную красу твару Твоего. Бо Ты соправдное ожидание, и невыказанная радость Ты, что любит Тебя, Христе Божий, и Тебе все створение верит, славу Творцу все веки. Аминь. Всемогутный скорбейший Боже, Ты не хочешь смерти грешников, але желаешь, как навернулся и был живых. И яки послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, яки нам наказал, просите и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте, а решение вам. Да Тебе преподаем скрушливым сердцем, и слезни молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведный гнев Твой, и суди смертоносную пошесть, что в этот час роду скидожасно и не увечимся чем. Смилуйся над нами, Господи, смилуйся над нами. Избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воде Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступись и заховай от этой злобной пошести нашу батюшку и наш народ. Ура, и схильчивость рагу целость и спокой нашей краины. Выбавь ее этот город и все города и вёски. Смилуйся и наведай Ты, что терпит от этой хворобы. Подними из ложа немощи и дай им здоровье души и тела. Души ж Ты, что от этой хворобы, правой веры и надею воскресения уже спочили, супокой святыми Твоими, день мании волю несу, не плачу, а лишь житё бесконце. Молитвами на Святейшей Богородице и завсёды Девы Марии, заступничеством святых бестелесных сил и ангелов-охотников, лаской и человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана